Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрли Кищи. Так, в Казани завершился большой международный мультиспортивный турнир «Игры стран БРИКС». Всю эту неделю подводим итоги. Уже в понедельник Раис Республики Рустам Минниханов чествовал наших победителей, татарстанцев, которые внесли свой вклад в копилку российской сборной и внесли достаточно весомый вклад. Ну, о чем мы хотим сегодня поговорить? То есть многие эксперты называют игры стран БРИКС, некой в будущем альтернативой Олимпиаде. В историческое время живем, ничего не стоит удивляться. Но вот на самом деле, какими были эти игры БРИКС для самих спортсменов? Напомню, что Россия выиграла медальный зачет с феерическим результатом. 509 наград, 266 золотых медалей. Понятно, что ни на какой Олимпиаде о таких медалях, о таком количестве медалей речи бы не шло. На втором месте Белоруссия, в 2 раза меньше наград, 247, Китай 62 медали. И все-таки есть чем гордиться. Потрясающе выступила действительно российская сборная. Новые звезды открылись. Многие из этих звезд сегодня у нас в студии. Что для них эти игры стран БРИКС, чего ждут, как сражаются с этими странами санкционным давлением на спорт наши ребята. С удовольствием представляю наших экспертов. У нас в студии наши татарстанские герои спорта. Никита Шлейхер, победитель спортивных игр стран БРИКС, трехкратный победитель чемпионатов Европы, чемпион России, участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по прыжкам в воду, заслуженный мастер спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень спокойный Никита, вот мы пытаюсь его немножко растормошить, но он говорит, я в отпуске после игр БРИКС. Еще один герой этих соревнований Кирилл Бажин, победитель спортивных игр стран БРИКС и первенства России среди юниоров до 24 лет, серебряный призер Кубка России, мастер спорта международного класса по самбо. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня Юлия Сахацкая, призер спортивных игр стран БРИКС, победитель первенства России 2021-2022 годов и командного чемпионата России 2022 года, призер Всероссийской спартакиады 2022 года, мастер спорта России по легкой атлетике. Рада вас видеть. Здравствуйте. Еще одна прекрасная леди здесь, Рамиля Валитова, призер спортивных игр стран БРИКС, победитель командного чемпионата России, мастер спорта по легкой атлетике. Рада видеть вас. Павел Монич, призер спортивных игр стран БРИКС, многократный победитель и призер всероссийских соревнований по бадминтону, победитель первенства России до 19 лет в смешанном парном разряде, мастер спорта по бадминтону. Рада вас видеть. И на скайпе у нас сегодня из Набережных Челнов Зулфат Гарай, победитель и рекордсмен спортивных игр стран БРИКС, чемпион мира в рывке, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, многократный чемпион и призер первенства Европы и России, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Зульфат, приветствуем вас. Здравствуйте. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах, если пригодятся. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но начнем мы с результатов опроса интернет-аудитории. Не знаю, ребят, как ответите на это, но вот интернет-аудитория на вопрос, следили ли вы за спортивными играми стран БРИКС в Казани, ответили так. Да, я ходила на соревнования 13%. 78%, что меня, например, потревожило, сказали, нет, я не болельщик, а еще 9 респондентов выбрали вариант, что я про игры ничего не знаю. Вот телезрителям адресуем этот же вопрос. Итоги голосования, интерактивного голосования подведем в конце программы. А я бы хотела вот у вас спросить, что трибуны были пустыми, Никит? Нет, трибуны были полные. Как и на всех международных стартах, в Казани очень рады приходить к нам в бассейн. И не только у нас, и в плавании также было, и в синхронном плавании. Везде были полные трибуны. На удивление, давно у нас такого уже не было. То есть вы считаете, что, в принципе, интернет-аудитория, там всего 13% ходили. Но, на ваш взгляд, на самом деле, это были популярные спортивные турниры? Да, один из популярных. В этом году, естественно, самый популярный, наверное, во всех видах спорта был. Хорошо, Кирилл. А у вас? Понятно, да, то есть есть такая вот дисциплина, все, что связано с водным видом спортом, там такое особое внимание всегда, и синхронное плавание были раскуплены билеты еще там до старта за месяц. А вот как на самбо? У нас трибуны также были полные, была фантастическая поддержка. Особенно было приятно, что пришли ребята из моего зала, и все очень сильно поддерживали, как меня, так и всю нашу сборную, поэтому я считаю, что этот международный старт достаточно популярный в России, вообще в странах СНГ и странах, поддерживающих нашу страну. Вот и, соответственно... Очень круто было, короче. Я думаю, размах был большой. Хорошо. Или на ваш взгляд, а у вас как с трибунами? Давайте так. У нас, на удивление, тоже было очень много человек на трибунах. Все кричали, все болели. Для нас это вообще совсем по-другому, потому что у нас с этим как раз-таки проблема на стадионе.
По легкой атлетике у нас проблема с болельщиками, зрителями, за зрелищностью, да. Вот, и для нас это было очень важно, что трибуны были полные. Поэтому все тоже было очень круто, все прошло. Так, Рамиля, я так понимаю, что у вас общие трибуны были, да, у легкоатлетов. Но у нас были, в принципе, проблешины на трибунах, и я думаю, что это связано с тем, что легкоатлетика, к сожалению, не пользуется такой популярностью сейчас вообще у нас в России, и, в принципе, не так финансируют его, наверное, как раз и с этим и связано то, что не так люди не знают должным образом про легкую атлетику, поэтому было не так много людей, как хотелось бы, и как бы мы могли собрать их, привлечь их внимание. Это вот очень хорошую тему девочки у нас подняли. Я думаю, чуть попозже мы как раз об этом поговорим. Почему вот тут Никита говорит, а у нас тут как всегда. Да, а девчонки говорят, а вот нам бы побольше от финансовых положений до естественного внимания в том числе. С бадминтоном-то как? Тоже вид спорта тот, который поднимался благодаря президенту России, да? Вот правильно только что сказали, что это мало освещенный вид спорта, но я бы сказал, что бадминтон еще более-менее освещенный, чем легкая атлетика. Но мы были удивлены, потому что не планировали, что так много зрителей придет. У нас специально под игры БРИКС перестраивали зал, ну, то есть делали в нем ремонт. И мы думали, что в связи с этим, то, что долгое время нельзя приходить в центр бадминтона, люди, возможно, как-то займутся другими делами, но мы были очень удивлены, что все трибуны были заполнены. На финальные дни вообще не было билетов, то есть их нельзя было купить. И была очень крутая поддержка, я такого дома в Казани давно не чувствовал. Это было вообще невероятно, и приходите почаще. Все, хорошо. Зулфат, тяжелая атлетика, я скажу, что она все-таки не менее популярна, чем водные виды спорта, да? Трибуны как у вас были? У нас с поддержкой все было хорошо, трибуны были полные во всех категориях, а в моей уж категории особенно, то, что я как бы с Татарстана. В общем, все было классно, народу было много. У вас всегда так много на трибунах? Или вот здесь именно как домашний турнир? Только не знаю, на чемпионатах России, на Кубках России я такого не видел. А вот именно на играх БРИКС было очень много народу. Все, хорошо, спасибо. О том, насколько важна поддержка трибун, чуть дальше мы проговорим. Но все-таки еще раз подчеркиваем, гордимся. Представители республики внесли в общую копилку страны 38 золотых, 14 серебряных и 7 бронзовых наград. В общей сложности 59 медалей. Больше всего золота у синхронистки Агнии Тулуповой. На счету казанской воспитанницы 4 награды высшей пробы. У шахматиста Владислава Артемьева 3 золотые медали. По 2 золотые медали у целого ряда спортсменов, представляющих республику. Среди них такие звезды российского спорта, как Марта Мартьянова, Никита Шлейхер, который у нас сегодня в студии, да, Евгения Косецкая, Софья Дьякова, Даниил Маринов, многие уже на подготовке к очередным турнирам. Но вот что важно, в понедельник мы уже говорили об этом, что Рустам Минниханов встретился со спортсменом-победителем игр БРИКС. Давайте посмотрим фрагменты и потом обсудим. Несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку в мире, вы продолжаете упорно тренироваться. На играх стран БРИКС вы продемонстрировали высокое спортивное мастерство, целеустремленность, и, конечно, неизгибаемую веру в победу. 38 медалей высшего достоинства и внесли весомый вклад в общую копилку сборной Российской Федерации, которая уверенно заняла первое место в общекомандном зачете. Успешное проведение международных соревнований с участием 82 стран мира еще раз доказало, что спорт вне политики. Спорт вне политики, наверное, это был один из главных таких лозунгов этого турнира. Но вот сейчас я не планировала задавать этот вопрос, конечно, посмотрите, как много медалей, да? Для вас вот 38, 38 золотых, много, там мало и так далее. Ребята, вот, которые сейчас в этой студии, они вообще друг с другом оказались даже незнакомы. Мне казалось, что вот какая-то татарстанские ребята, это все какая-то большая-большая команда. Я понимаю, сколько на самом деле реально спортсменов, которые сражались за то, чтобы в принципе выступить на играх БРИКС. И которые попали, да, в состав сборной. И вот в этой ситуации сразу начну с этого вот вопроса, который, может быть, вам не очень понравится, но мне кажется, стоит об этом поразмышлять. Многие все-таки говорят, Никита, я вот на вас в большей степени смотрю, потому что участник Олимпийских игр.
Я знаю, что там Олимпиада, да, в Париже. А у вас игры стран БРИКС. Да. Но... Насколько вот реально вы сегодня чувствуете, что вам не хватает вот этой Олимпиады? И насколько игры стран БРИКС, в принципе, в вас где-то вот, ну, сохранили веру в то, что спорт может существовать вне политики, и что у вас есть, в принципе, дальше перспективы роста и новых пьедесталов? Но игры БРИКС — это хорошая, скажем так, хороший международный старт. В нынешних реалиях больше не было таких уже давно. Постарались пригласить, конечно, много стран. Не все приехали, как хотелось. Это, конечно, самое большое, наверное, разочарование. Ну, 82 страны — это нормально. Ждали 97. Я говорю именно про наш, да. То есть вид спорта. У нас приехало 8 стран, и сильной конкуренции, скажем так, не было. То есть соревновались между уже собой. Сказать про Олимпиаду, ну, это, конечно, совершенно разные соревнования, Олимпиады и БРИКС. То есть по организации они, конечно, похожи, потому что все примерно масштабно, все живут в одном месте, но как соревнования они, конечно, не сравнятся с этим. С точки зрения соперников? Конечно, с точки зрения самих соревнований уже именно. Кого бы вы искренне хотели видеть на играх БРИКС? С кем бы вот... Я сейчас в этой ситуации говорю, что вы без золота могли остаться, да? Ну, конечно. Все, что угодно могло быть. С кем бы реально хотели поконкурировать, кого бы ждали на играх БРИКС? Ну, я буду говорить про свой вид спорта. Это Китай, Мексика и Великобритания. То есть это у нас такая элита, скажем так, с которой мы раньше конкурировали, мы их выигрывали. Ну, как бы хочется уже вспомнить, что это такое, вернуться на международную арену. Но вы же не считаете, что при этом ваша золотая медаль не такая золотая, если вы ее выиграли? Сейчас? Да. Но что есть медаль уже, что с этим рассуждать? Как бы мы отработали, сделали свое дело. А отработал получили. по максимуму? Вот, ты можешь сказать, что ты вот сделал все? Или ты, если бы это была Олимпиада, ты бы сделал еще больше? Нет, мы отпрыгали очень достойно. У нас очень хорошая сумма баллов, на которые, ну вот у нас сравнивали с последним чемпионатом мира, мы бы также завоевали золото, только уже на чемпионате мира. А Олимпиада, ну, то есть сравнивать, конечно, есть чем. Но да, я считаю, что это достойный был. То есть запрыг у нас. Хорошо. Юль, а для вас? Да, то есть, понятно, мы сейчас про легкую атлетику дальше проговорим, про это королевский вид спорта, да, тот самый, который всегда для нас, в принципе, был. И вот мне сегодня очень, тревожащий факт, то, что вы озвучили. В принципе, насколько вы сегодня считаете, что этот турнир, полноценно раскрывает или помогает спортсменам? Насколько он, в принципе, реально со временем может стать альтернативой Олимпиаде? Мне вообще, в принципе, сравнивать не с чем, потому что это, игры стран БРИКС, это были мои первые международные соревнования, вот, поэтому... То есть для вас это уже новая высота, да? Для меня это уже, да, что-то новое, мне реально не с чем сравнивать пока что, но то, что это уже какие-то первые шаги, это уже какая-то динамика в хорошую сторону, я считаю. Что вы взяли у нас? Серебро. Вы взяли серебро. В принципе, я сейчас вот с Никитой, понятно, что он участник Олимпийских игр, задаю, что бы взял на Олимпиаде, да? Никита тут говорит, что, в принципе, ты золото взяли бы. Нет, с Олимпиадой еще рано сравнивать, она еще не прошла как бы. Не прозвучала бы. Да. Но вместе с тем, вот эта медаль для вас имеет определенную ценность, вес сегодня вот в вашей политической, в вашей спортивной карьере? Конечно, в моей спортивной, конечно, да. Хорошо, Кирилл, вот... Вообще, может быть, вообще не надо сравнивать игры стран БРИКС и Олимпиаду. И давайте успокоимся и хватит политизировать спортсменов и скажем, вот есть вот этот международный турнир, такой, какой есть. И круто, что мы там выступаем. В первую очередь я хочу сказать, что самбо, к сожалению, на данный момент не является олимпийским видом спорта. То есть и у российских спортсменов, самбистов нет возможности представлять нашу страну на Олимпиаде. Поэтому игры стран БРИКС – это прекрасная альтернатива для наших спортсменов. Я хочу отметить, что я представлял нашу страну на Кубках мира, на которых масштаб, ажиотаж и поддержка трибун была совершенно не такая, как на играх стран БРИКС. Поэтому БРИКС для меня на данный момент это самое эмоциональное соревнование. И, я думаю, одна из самых важных побед на данный момент в моей карьере. Это круто, мы понимаем, что эти игры сейчас будут дальше совершенствоваться и так далее. Павел, вот как сами относитесь к своим медалям, победам, выступлениям и вообще к играм БРИКС? Это по-взрослому? Есть там шансы для того, чтобы турнир действительно стал суперпрестижным? Если мы говорим про бадминтон, то, конечно, можно вывести его на другой уровень на перспективе, но для этого нужны азиаты, азиатские страны, которые приедут, тот же Китай.
потому что в бадминтоне самые ведущие спортсмены из Китая. Из Китая, из Японии, из Да не Малайзии. только у вас. Тут и Никита уже тут говорит, китайцев ждал. Вот. И если бы приехали они, то это было бы еще более зрелищнее и было бы на что посмотреть. Но я думаю, что, как мне кажется, сравнивать Олимпиаду и БРИКС – это, ну, по моему мнению, разные турниры. Поскольку Олимпиада, туда включены все абсолютно страны, а здесь только БРИКС. И, как мне кажется, это можно сделать высоким, хорошим турниром, либо включить, как сказать, в предолимпийскую подготовку, можно сказать, такой турнир. Ну, то есть, в принципе, он подлежит усовершенствованию и так далее, Да. то есть может выйти на более высокий класс, скажем так, да, если мы будем если все-таки приедут достаточно сильные спортсмены, выберут БРИКС, а не Олимпиаду и не подготовку к Олимпиаде. Это уже так нельзя будет выбирать, либо Олимпиаду, либо БРИКС, никто, все же, конечно, выберут Олимпиаду. Вот, я и говорю, чтобы БРИКС включался в состав подготовки к Олимпиаде, то есть это был турнир, который нужно было Но съездить. тогда в этой ситуации нужен спорт вне политики, да, мы все понимаем. Рамиля, на ваш взгляд, все-таки недооцениваем пока этот турнир? Игры стран БРИКС? Или вы уже хорошо оценили? Да нет, я оценила на самом деле для себя, и мне кажется, что, на мой взгляд, очень положительно то, что его проводили в этом году именно в России. С чего-то нужно начинать в данное время, учитывая, что мы уже 10-й год не можем выступать на международной арене. И Россия взяла инициативу в свои руки и провели первый международный старт на нашей родине. Поэтому... То есть для вас это уже победа в принципе, для вас конечно, это вот маленькая, но уже Олимпиада, положено. да? Всегда половина пути уже есть. То есть то, что уже начали, это уже очень здорово. И дальше это будет просто раскручиваться, и уже, дай бог, лет через 5, может быть, уже будут приезжать сильнейшие спортсмены, они увидят из других стран, что Россия достойно проводить такие, может принимать участников из других стран и составлять конкуренцию, и им уже самим будет интересно приезжать к нам, чтобы с нами соперничать и мериться силами. Спасибо, Зулфат. На ваш взгляд, все-таки игры стран БРИКС, недооценен пока турнир? Там есть большой потенциал? Ну, если бы у вас стоял выбор между играми стран БРИКС и Олимпиадой, конечно, возможно, не совсем корректный вопрос. Ну, я тоже считаю то, что игры стран БРИКС и Олимпиаду сравнивать как-то некорректно. Мне кажется, вот у нас изначально разговор шел то, что будет игры БРИКС и игры дружбы, которые перенесли на следующий год. Вот игры дружбы уже были приглашены как бы все страны, а игры стран БРИКС, они как бы все равно у них какие-то рамки есть в том плане, то, что туда могут приехать только те страны, которые входят в состав БРИКС, получается. Ну, то есть мы все равно все настоялись на том, что можно их дорабатывать до совершенствования. Для легкоатлетов, например, это блестящий старт, да, на данный момент. Это круто вообще, что в принципе это есть. Да вообще здорово, что появляются возможности, где бы то ни было, попробовать свои силы дополнительно. Давайте так, что из этого турнира в памяти точно? Какой поединок? Какое выступление? Никит, давай. Вот какой? Вот когда было по-настоящему, как на Олимпиаде? Страшно, волнительно, тревожно, счастливо. Но на этих соревнованиях совершенно волнения не было, потому что я, скажем так, прыгал один на некоторых снарядах, то есть я выступал на 3 снарядах. И, ну не знаю, здесь организация мне понравилась, что они постарались сделать очень полномасштабный и объединить всех в одном месте, то есть это радует, что и все равно спасибо тем странам, которые приехали, конечно, это большой плюс, что мы остались не одни в этой ситуации, какие-то страны нас поддерживают, не все, конечно, которые раньше приезжали, но и на этом спасибо. Ну а так, запоминающимся, не знаю, просто что соревнования провели впервые, еще и в Казани, то есть в родном городе. То есть у тебя первые медали? Да. Игорь стран БРИКС. Ну, они же первые из вообще соревнований. Ну, действительно, так и есть. Зулфат, какое выступление самое в памяти останется? Рекордное которое? А вы имеете в виду на этих соревнованиях? Да. На этих соревнованиях, Зулфат. Ну, наверное, пока все равно мне самый запоминающийся старт – это чемпионат мира, где я занял 1-е место в рывке и 3-е место в сумме. Они все равно как-то... Какая-то борьба прям была между многими странами, вот поэтому они, наверное, все-таки больше запоминающимися будут. Хотя игры БРИКС, они тоже были в том плане, то, что поддержка была мощная, то, что это было дома, тоже
в каком-то смысле, наверное, останутся в памяти надолго. Хорошо, спасибо, Юль. У вас что? Какое выступление? Когда было страшнее всего? Или опять тоже не было? Вот давайте, вот мальчики одно говорят, а вот давайте девочки по-другому. Страшнее всего на соревнованиях на Да, Брикс. вот на Бриксах, да, на Бриксе. Страшнее всего, наверное, было начинать. Я, потому что выступаю в многоборье, мы делаем 7 видов, и страшнее было всего вот начинать именно первую дисциплину, вот на 100 метров с барьерами. Во-первых, не знаешь вообще, как все будет происходить, какие соперники, что вообще тебя ждет, как ты готов, как ты справишься вообще, потому что все равно. Первый такой опыт международный, все равно этот мандраж, он может помешать, может помочь, не знаешь вообще, как. А как всё справляетесь сложится. с мандражем? Как справиться? Как справляюсь? Как справлялись, да? Ну, наверное, мне помогала поддержка родных на трибунах, тренер. И, просто как-то уверенность в себе, наверное, пыталась доказать, что я готова, что я смогу все. У вас еще такая жара была. Вообще дикая. А как новый стадион? Супер обновленный. Не новый, да? Старичок, который переживает вторую молодость абсолютно. Его я увидела, в принципе, в первый раз со всеми спортсменами. То есть до этого мы туда не могли попасть, до открытия соревнований. Вот. Я очень была удивлена, потому что я его, можно сказать, не узнала практически. Он совершенно обновился. Вот, в принципе, дорожка тоже вроде как неплохая. Вот. Там были, конечно, косячки небольшие. Где же без них, да? Да. Как же без них? Должны же быть у спортсменов какие-то сложности, да? Тем более, если не всегда бывает конкуренция. Кирилл, что у вас из запоминающегося? У вас, наверное, поединок какой-то был? Нет? Поединок я отметить не могу. У меня было 3 поединка. Все были достаточно сложные, волнительные. То есть заставил поволноваться личного тренера, тренера сборной. А самое запоминающееся на играх Бликс, я думаю, что это награждение. То есть мне впервые в жизни, так сказать, досталась такая честь стоять на пьедестале и слышать свой гимн. И это было очень приятно, до мурашек. И даже не могу передать словами те ощущения. То есть, как все знают, что сейчас с нашим флагом выступать нельзя, и, соответственно, на других международных стартах свой флаг и свой гимн ты не услышишь и не увидишь. И, соответственно, этот момент был самым запоминающимся на играх Брикс. Спасибо, Кирилл, очень трогательно, кстати, действительно, важный момент, тем более, может быть, как раз эти соревнования, это и такой большой старт для тех, кто только, выходит на международную арену. Рамиля, что у вас было такого ценного, трогательного, эмоционального? Самые яркие эмоции, которые я испытала, это счастье, увидев всю ту поддержку, которые приехали из разных городов поддержать меня, посмотреть, как я выступаю, просто вообще посмотреть на масштаб этих соревнований. И также переживания, конечно же. На каждом старте мы переживаем за то, чтобы не оправдать своих ожиданий и ожиданий своего тренера. Что мы всегда переживаем на старте, чтобы та подготовка, которая длилась до старта, не прошла впустую и принесла свои плоды. И боимся, что переживаем, что этого не произойдет. В основном всегда в принципе, переживаем. Справились. Да, конечно. В принципе, справились. Павел, что у вас из такого? Мне очень всегда в Казани, когда проводится международный badminton спорт, у нас проводились и чемпионаты Европы неоднократно, как младшего, так и старшего. И это очень круто. Я постоянно восхищаюсь организацией, восхищаюсь то, как все сделано, как все официально, сколько волонтеров, как профессиональные судьи. Это очень все круто, прям как будто смотришь мировой уровень, где ребята топ-100 мира играют, и это всегда круто. Тоже Никита сейчас сказал, что по организации, по всему, фактически сравнимо с на высшем уровне, с Олимпиадой и так далее. Вопрос, внутри, насколько можно еще сегодня усилить ту самую начинку. Но мне хочется все-таки телезрителей познакомить с вами. Как вы вообще, не то что на игры Брикс попали, как вы вообще в спорт попали, Никит? Уже много чего добился. Сколько лет? 22. 22 года. Никита Шлейхер, участник Олимпийских игр и прочие остальные медали. Как попал в спорт? Почему прыжки в воду?
Чем гордишься за это время более всего? И вот в этой ситуации сегодняшней, геополитической, не было ли желания вот просто прыгнуть в воду и просто искупаться, понимаешь, в Волге, не соревноваться? Но начнем сначала. Мама, мастер спорта по прыжкам в воду, естественно, туда же и отдала. То есть у тебя шансов не было в другой вид спорта? Я думаю, нет. К тому же тренеру, у кого занималась. Ну и с одним и тем же тренером мы с Мякиным Павлом Борисовичем проходим с переезд со Ставрополя. Нас пригласили сюда в 2013 году. И уже с этого времени выступаю за Казань, получается. Какое самое такое спортивное достижение? Да. Ну, наверное, самое запоминающееся, когда в юном еще на первую Олимпиаду свою отобрался в Рио в 17 лет. То есть это для меня было тогда что-то фантастическим. Первые какие-то сильно полномасштабные, потому что в 2015 году здесь был чемпионат мира, здесь получил лицензию. И уже конкретно потом поехал в Рио. Наверное, это самые запоминающиеся уже были. Но если вот так покопаться где-то в душе, если бы мама не мастер спорта по прыжкам в воду... То куда? То куда, да, Никит, то куда? Спортивная гимнастика мне очень нравится. Больше даже не хожу на другие виды, никогда не смотреть. То есть это водные виды спорта и спортивная гимнастика? Да, и спортивная гимнастика. Прямо, ну, потому что они примерно тесно связаны. В воздухе, мне многие говорят, что я в воздухе чувствую себя как кошка, потому что я очень хорошо координирован. Поэтому, наверное, эти два вида спорта и мне близки. Какой, мечты? А дальше? Вернуться что? На международную арену. Ждем. Хочется обратно уже. Ну, надеюсь, дождусь. Потому что у нас 26. Может быть, олимпийский сезон еще попробую. Как бы постараюсь потянуть, а дальше уже не знаю. То есть, в принципе, еще в спортивной карьере Олимпиада может быть. В 30 лет еще можно поехать и взять медаль. Уверена. Хорошо, спасибо. Зулфат, а вы как оказались в спорте? Почему тяжелая атлетика? Вас точно не мама отвела? Меня привел отец в тяжелую атлетику в 8 лет. Почему тяжелая атлетика? У нас как бы особого выбора не было. Я сам из маленькой деревни. У нас большого выбора секций нету. Поэтому мне вот приглянулось из этого, именно из того, что есть это легкая атлетика и тяжелая атлетика, и лыжный спорт. Мне тяжелая атлетика приглянулась больше всего. Какие старты для вас сейчас уже, ваши достижения спортивные самые главные? И куда дальше, Зулфат? Но я вот тот вопрос, получается, неправильно расслышал. Вот сейчас как бы я, на этот вопрос я тогда уже ответил, получается, то, что самый запоминающийся, наверное, старт — это вот чемпионат мира в Узбекистане, где я выиграл в рывке и занял 3-е место в сумме. А так, дальнейшие планы, тоже буду ждать как бы международные старты. Как бы в 28 лет еще можно спокойно выступать на Олимпиаде, так что я буду ждать следующего цикла, буду готовиться к нему. Хорошо, спасибо, Зулфат. Вот ждут международный старт. Кирилл, как вы в самбо попали? А вас кто туда? Вот у Никиты не было шансов, а у вас? Я родом из маленького города в Пермском крае, город Кудымкар. Кстати, хотел бы передать привет всем ребятам. Давай, передаем. Из Кудымкара, всем друзьям, маме, брату. Вот. В спорт меня привела мама. То есть изначально я увидел в своей школе секцию рукопашного боя, вот, а мама работает учительницей в этой школе. И, соответственно, попросил маму: мама, отведи меня туда, я хочу. Вот, мама привела. Твой выбор, да, был в этой ситуации, абсолютно? Да, то есть захотел сам, но привела мама, так как был стеснительным ребенком, сам побоялся к тренеру подойти. Вот, и с тех пор начал заниматься. Занимался рукопашным боем изначально, но выступали в разных дисциплинах. Также в самбо и в дзюдо, грэпплинг, армейский рукопашный бой. Вот. А с 2019 года переехал в Казань, и тут уже начал спортивную специализацию именно в самбо. Самое главное спортивное достижение. И куда дальше? Какие следующие вершины? Ну, самбо – это более возрастной вид спорта, нежели у... До скольки? До 50 можно? До 50, конечно, нет, но у нас пик начинается в 25 лет, 26. То есть я на свой пик еще не вышел, и поэтому на данный момент игры БРИКС – мое главное спортивное достижение. А так, моя цель – отобраться на чемпионат мира и стать чемпионом мира, выполнить звание заслуженного мастера спорта. Отличные мечты. После рекламы продолжим. Мы узнаем, о чем мечтают уже тут Павел, Рамиля и Юля.
Не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать игры стран БРИКС. Сегодня в студии спортсмены, победители и призеры этих соревнований. Вот Юлия Сахацкая, серебряный призер игр стран БРИКС. Как вы в легкой атлетике оказались? По какому принципу? Вот Никита Тушлехер рассказал уже, Кирилл Бажин рассказал. А вас кто туда привел, либо это был самостоятельный выбор? В легкую атлетику меня никто не привел. Меня тренер сама нашла, можно сказать. Вот, она пришла к нам в школу, учитель физкультуры. Вот, и присматривалась к детям, ну, на физические качества, так, визуально. Вот, и она ко мне подошла, меня пригласила на тренировки. Я сначала отказалась, на самом деле, вот, потому что занималась танцами сначала. Вот, и потом я все-таки решила сходить, посмотреть, как там. И мне понравилось, и вот я осталась в легкой атлетике до сих пор. Она, получается, мой первый тренер, и вот по сей день тоже до сих пор. И по сей день, говорят, юные девушки. Ну, 10 лет. Да, самое главное спортивное достижение какое? Самое главное спортивное достижение, наверное, серебро на играх БРИКС. Пока что. Вот. Потому что, ну, более такое... Такого статус турнира еще не было, да? Еще не было, да, поэтому больше эмоций, как бы и статус тоже выше, поэтому, наверное, вот пока что. А куда дальше, Юль? Дальше тоже ждем международные соревнования, как и все, в принципе, мы. Хорошо. Рамиля, как вы оказались в спорте? Ну, на самом деле, я с детства пробовала много разных и видов спорта, и кружков, и игрушки шила, и вязала, там и где только не была, нигде всю энергию оставить не могла. И вот брат, когда мне было 12, мой старший брат ходил на легкую атлетику, и вот он решил взять меня с собой. И я попробовала, и там осталась. И вот то, что Юля говорит, то, что на протяжении 10 лет, в принципе, у нее один тренер, это на самом деле значимо, это долгий срок, потому что у нас легкоатлеты не так долго с каждым тренером работают. Постоянно мы меняем. Как бы я вот в легкой атлетике больше 10 лет, я сменила, вот на данный момент у меня 4-й тренер сейчас. Поэтому то, что Юля работает уже 10 лет с одним тренером, это очень здорово, и это очень положительно сказывается на их результате, потому что у них есть взаимопонимание, как раз-таки, которое необходимо при работе, взаимодействии тренера и ученика. Ну, к счастью, мне повезло с моим тренером нынешним, с которым у нас налажен контакт, был вообще с первых дней, потому что взаимопонимание происходит просто. Как зовут тренера? Слова. Олег Андреевич Абеев. Олег Андреевич, большой привет вам тоже. Тут мы уже пермским ребятам уже передали привет, да? Теперь тренер тоже начинается. Рамиля, а я знаю, что сейчас вы уже уходите из программы. Мне бы хотелось... Мы уже говорили о том, что легкая атлетика, ну, не столь зрелищный почему-то сегодня вид спорта, хотя всегда было огромное внимание, да, при советской аудитории, да, советская эпоха вот ситуация. Что нужно сделать для того, чтобы легкая атлетика снова стала тем самым видом спорта, когда все сидят у телевизоров, у компьютеров и просто знают каждую звезду сборной России? Да, на самом деле уже с прошлого года у нас в Всероссийской Федерации легкой атлетики уже принимает меры, показывают там по Матч ТВ, по разным телевидениям, YouTube-каналы, в разных социальных сетях как раз транслируют наши соревнования, и в принципе люди как раз это видят, и им становится интересно. Просто нужно продолжать в том же духе, больше рекламы для того, чтобы люди видели, люди знали, когда что смотреть, что включать, что вообще будет происходить, и чтобы они тоже были в курсе и могли с нами соревноваться. Тоже. Хорошо, спасибо, Рамиля, что пришли, мы вас провожаем. Павел, да, сейчас о вас, а вы... Бадминтон, вот я так понимаю, что расцвет бадминтона – это эпоха президентства Дмитрия Медведева. Ну, такой взлет для этого вида спорта, да, скажем Я так? еще был, наверное, маловат, когда это все было. Я не могу... То есть вы уже после пришли, то есть когда бадминтон раскрутился? Ну, я не после, но я не особо следил за тем, куда он раскручивался. Моя была задача играть и побеждать. Я пришел в бадминтон в возрасте 10 лет, прошу прощения. Сам пришел? Так интересная история. Я с 4 лет занимался большим теннисом. И очень хорошо занимался. Я был уже в детском возрасте, меня хотели в младшую сборную брать. Но произошли финансовые проблемы у меня в семье. И теннис это дорого, да. На соседних кортах просто мы увидели, что играет бадминтон. И мама предложила просто ради интереса походить.
Прошло год-полтора, я младший чемпионат Татарстана выиграл достаточно быстро и понял, что я останусь, буду продолжать заниматься. Вот до сих пор здесь играю. Самое главное спортивное достижение? Ну, я могу, наверное, 3 таких выделить. Это первенство России до 19 я выиграл, второе место на молодежном фестивале спорта в Екатеринбурге и, соответственно, игры БРИКС тоже второе место. Ну, все-таки вот мы, у большинства, в отличие от Никиты, ну, потому что чуть повзрослее, да, то есть уже прошел большие международные турниры в этой ситуации. Все-таки игры БРИКС для вас одно из основных на данный момент спортивных достижений, и недооценить все-таки их нельзя. И мотивация от победы на этих играх для вас большая на данный момент. Вот я сейчас к нам присоединился тренер Зулфата Гараева, Марат Яксыпович Мадияров, тренер спортивной школы строителей из Набережных Челнов и Центр подготовки спортивных команд сборной России, Минспорта России, мастер спорта СССР. Марат Яксыпович, вот в первой части программы, пока вы к нам еще не подключились, мы обсуждали, но вот мы недооцениваем пока игры стран БРИКС. Есть у них потенциал? Ну, многие действительно скептики говорят, да ну вот проходной турнир, либо кто-то говорит наоборот, будущая альтернатива Олимпиаде. Вообще, что сегодня значит этот турнир для вот молодых ребят, да, которые сегодня, большинство здесь, у которых это первый турнир международный? Здравствуйте. Данный турнир не проходной для нас уже вид спорта, когда мы отстранены нашей федерации международной от соревнований, от первенств, от чемпионатов мира. Для нас любой турнир, где участвуют другие страны, приезжают к нам представители других стран, где мы можем выступать под своим флагом. Это все очень нужно, и мы ждали этих соревнований. Я думаю, в будущем будет. Все только дело в том, что как дальше сложится ситуация санкционная со стороны МОК или федераций местных, ну не местных, а федераций международных по видам спорта. Наша федерация по виду спорта, по тяжелой атлетике международной, занимает одну из самых, по-моему, категоричных, жестких позиций по отношению к нам. Чтобы не допускать условия, нам выставляются очень тяжелые. Поэтому мы не можем не участвовать ни в отборе на Олимпиаду, ни в других первенствах, чемпионатах мира и Европы. Поэтому для нас такие турниры очень важны. Вот для моего спортсмена, для Зульфата. И вот этот турнир был очень ожидаем. Он его ждал, готовился. Еще и этот турнир проходил в Казани, в родных стенах. Поэтому очень была такая подготовка на подъеме. И, соответственно, мы показали хорошие результаты дома. Очень хорошие, да. Выиграли. Да, спасибо. Потом и еще, наверное, будет несколько вопросов. Много вот после универсиады мы всегда говорим о том, что большое наследие универсиады, да, остались крутые спортивные объекты, которые появились, которые сейчас вот модернизировались. Юля вот у нас говорит, что она не узнала традиционный наш знаменитый стадион, классический, там, 60-х годов, да, постройки и так далее. Никита, что модернизации небольшой, но подвергся дворец водных видов спорта? Да. Вот за что, в принципе, сегодня мы готовы организаторам турнира, ну, нам самим, в том числе и России, поставить твердую пятерку вообще, чтобы было круто. За объекты, за что? Ну, объекты доведены до ума. Я думаю, все объекты были доведены до ума, то есть подведены к соревнованиям, потому что один из масштабных стартов, это был важный для них. Волонтеры справлялись отлично, не было каких-то, как бывает такое, что они мешают нам во время соревнований. Такое, организационная работа была проведена на уровне с ними. То есть в целом в этом, наверное, самое главное, чтобы никто вам не мешал во время соревнований. Спасибо волонтерам. Мы сегодня еще тоже говорим, значит. Но при этом, смотрите, мы-то как журналисты или как болельщики, ну, видимо, дворец водных видов спорта, ну, покраше стал, да? Ну, чуть косметический ремонт сделали внутри. А вот для спортсменов что? У нас поменяли снаряды некоторые, то есть в 22-м году у нас, ну, я уже буду на нашем, наверное, языке больше говорить, поменяли трамплины новые, сделали из станины. Мы не могли их получить в связи с санкциями, и вот сейчас они приехали к этим соревнованиям, прямо перед соревнованием поменяли их, и это единственные, где есть они в России сейчас. То есть это большой плюс для нас, что и в Казани можно тренироваться, лучший бассейн будет.
России. Хорошо. Кирилл, за что пятерку ставим в качестве организации? Вот Никита уже обозначил ряд позиций. Я думаю, организацию в целом можно отметить. То есть и проживание в деревне Универсиады было организовано. По приезду на соревнования нас встретили, отвезли до места пребывания во время соревнований. Также дворец единоборств «Акбарс», в котором проходили соревнования по самбо, тоже прошел косметический ремонт. То есть все подготовили, волонтеры отработали четко, было полное руководство спортсменам, когда выходить, куда выходить и так далее. Ну и, в принципе, судьи тоже отработали качественно и в судействе на ковре непосредственно. То есть было объективное, честное судейство. И судьи на контроле формы, которые помогали выходить на встречи, тоже грамотно подсказывали, в какой момент выходить. И, в принципе, организация, как я уже отметил, была хорошая. Классная, хорошая. Юлия, за что пятерку ставим и кому? Тоже хочу отметить организацию, тоже все было на высшем уровне. Но еще хочу также выделить работу медицинского центра, которая была получается, в деревне Универсиады, работала допоздна, до ночи, получается. Она помогала восстановиться, особенно тем, кто выступает не один день, а в 2 дня, например, как мы, например, многоборцы. То есть после первого дня они поздно нас принимали, делали массажи, все восстановительные процедуры, которые нам требуются, помогали нам и до соревнований. Вот это бы тоже хотела выделить. Ну и, в принципе, с ребятами тоже согласна со всем. Волонтеры не мешали. Волонтеры, да. Как сказал Никита. Павел, что отметим? Кому пятерку? Отметим пятерку ребятам, которые так изменили центр бадминтона, если скажем, потому что очень крутой ремонт сделали. То есть все почти поменяли, сделали просто абсолютно другое. Другие корты, другой зал, другое освещение, покрасили стены, чтобы баланс был... Фактически новый объект. Да, чтобы баланс был лучше видно. Как бы снаружи он тот же самый, но внутри совсем другой. И очень хочется отметить четкость выполнения своей работы всеми группами лиц, которые, то есть волонтеры, то есть те же судьи, вот как сказали, но именно что ты выходишь из деревни Универсиады, с тобой 2 волонтера, тебе скажут, здесь туда пойти, тут туда пойти, время покажут, куда расскажут, как, что делать, все, вот, ты даже думать не надо, тебе просто вот говорят, и ты делаешь. То есть ты выполняешь только свою задачу, да, за которую а за все остальное они взяли такую ответственность. Зулфат, за что вы поставили бы пятерку по все, что касается организации игр стран БРИКС? Ну, то же самое, как бы могу сказать, то, что проживание было на высшем уровне, тренировочный зал, выступательный зал, разминочный зал. Все было как на международных соревнованиях, ну, это и есть как бы международный старт, как на самых больших международных соревнованиях. Как тренер ваш оценит? Тренер кому пятерку поставит? Судьям? Вы меня слышите, Марат Иксович? Да. Ну, судейский корпус у нас был подготовленный. У нас были судьи как Российской Федерации, так и зарубежных стран. В принципе, судейство прошло, можно сказать, на 4 с плюсом, на 5 это бывает очень редко. Все равно какие-то были заминки, но это всегда случается на всех крупных мероприятиях международных. И нет. В принципе, все было очень хорошо организовано. Хорошо. Проживание, как проведение соревнований, новый инвентарь. Но все-таки наследие большое, да, как бы то ни было, даже если там, ну... Останется надолго. Да, останется надолго. Это же круто, что, в принципе, в любой момент готовы принять, вот вдруг сейчас все закончится, все наладится, а мы уже готовы ко всей встрече. Вот мы уже обсуждали тоже легкую атлетику. Как вы считаете, вот такие турниры дают возможность новый импульс для развития вашего вида спорта? Вот в этой ситуации сейчас, ну, все-таки легкая атлетика такая из пострадавших сторон, да, как мы уже с самого начала. Ну да, конечно. Даже если учитывать то, что если у нас и выезжали единицы на международные старты, то это вот было вообще с трудом, под нейтральным флагом. И, в общем, очень тяжело с этим в последнее время было. То есть сейчас это просто, ну, какое-то второе дыхание, что ли, открылось пока. Вот мне хочется услышать, что думает Никита Шлейхер. Чем нужно помочь легкой атлетике, чтобы было так, как у вас? Привлекать спонсоров, побольше трансляций, чтобы было, какие-то анонсы. То есть в этом плане все, но финансирование, естественно, для этого должно быть. Это уже должны работать, я думаю, федерация конкретно, президент федерации, искать людей.
Потому что очень зрелищный вид спорта. Конечно, да? Многодневный, многоборье. Это всегда привлекало внимание. Что бадминтон легкой атлетики посоветует? Что бадминтон посоветует легкой атлетике? Ну, кстати, вот меня с языка сняли, то же самое хотел сказать, спонсорство. И вот просто наш вид спорта, например, начал больше развиваться, когда подписали матч-ТВ контракт, чтобы нас показывали, больше спонсоров, какие-то компании. И вот тогда он больше начал освещаться, и, соответственно, больше людей. Вот я думаю, то же самое и легкой атлетике необходимо. Хорошо, спасибо. Самбисты будут помогать легкой атлетике? Советами? Ну, советы дать не могу. Вообще смотрите, сами любите легкую атлетику? Да, я люблю смотреть. По телевизору смотрел и Олимпийские игры даже 2012 года, и 2016 года игры в Рио. Юль, аудитория есть, понимаете? А тяжелая атлетика чем поможет? Легкой. Рамиль Максимович, Марат Яксыпович, чем тяжелоатлеты помогут легкоатлетам? Как продвинуть этот вид спорта? Как сделать его более популярным, смотрибельным? Ну, вот тяжелая атлетика почти в такой же ситуации, как легкая атлетика находилась в последнее время. Нам бы тоже не мешало помочь советами. Нам тоже тяжело двигаться сейчас. Мы двигаемся, стараемся, тоже привлекаем спонсоров по возможности. То есть, в общем-то, вот коллеги. У нас тоже ситуация не самая простая. Нам тяжеловато. Я говорю, наша федерация, потому что международные очень тяжеловато к нам относятся. Ну, тяжелая атлетика, какой вид спорта. Как бы не совсем корректна была бы шутка. Давайте сейчас, знаете, о чем поговорим? Вот и все молодые спортсмены, да? Насколько сегодня молодых спортсменов поддерживают? Насколько, в принципе, вас вкладывают, вас холят, лелеют, вас готовят к Олимпиадам? Никит, чего не хватает здесь? Ну, с этого года у нас, во-первых, увеличилось призовые в 2,5 раза. Это большой плюс для всех. Также появились призовые у детей на первенствах России, у детей, которые проходят от 8 до 14 лет. Раньше такого никогда не было. Сейчас большой плюс, что призовые есть. Это должно их подстегивать как-никак, идти дальше. С тренерами, я думаю, у нас проблем нет таковых. А в целом мы, я думаю, двигаемся в этом плане очень хорошо сейчас, потому что мы подписали в этом году контракт с Бэтбумом. Это большие спонсоры для нас, и из-за этого все хорошо у нас становится потихонечку. Хорошо. Как самбистов поддерживают? Вообще есть какая-то поддержка? Либо вы выживаете, сами в своих схватках с жизнью? Федерация самбо Республики Татарстан работает очень хорошо. То есть, во-первых, высокий темп развития самбо в республике. Во-вторых, поддержка профессиональных спортсменов тоже присутствует. Хочется поблагодарить Ивана Михайловича Егорова, президента Федерации самбо Татарстана. Вот, соответственно, такие люди дают возможность оставаться в спорте как можно дольше и показывать более высокие результаты благодаря своей поддержке. Хорошо. Как молодые спортсмены поддерживают легкой атлетики? Насколько сегодня устойчиво чувствуете и не хотите бросить вот это все? Ну, у нас в легкой атлетике тоже почти каждый старт теперь, на каждом старте есть призовые, всероссийского уровня, то есть я имею в виду. Вот, то есть у нас уже второй год, если я не ошибаюсь, идет, проводится серия «Королевы спорта». То есть там серия соревнований, тоже каждый старт оплачивается, плюс все суммируется, и тоже выявляет победитель после вот этой серии. То есть, в принципе, неплохие призовые в конечном итоге у вас получаются, да? Да, но вот со стороны, конечно, региона, республики я бы не сказала, что... То есть хотелось бы да. дополнительных поощрений, дополнительных премий, как бы с Министерства спорта России, как бы, да, нас поддерживают, а со стороны региона, то есть я, например, знаю много регионов, которые, допустим, вот к призовым с министерства добавляют дополнительно, да, со своей области, республики. Там, я думаю, при таком, может быть, проведении турнира в конечном итоге все это, возможно, учтется. Мне очень хочется верить, да, что все-таки молодых спортсменов, потому что их нужно тоже поддерживать, тем более в такой ситуации их нужно удержать в этом спорте. Павел, на ваш взгляд... Про призовые говорить не буду. Как бадминтонисты чувствуете? Много всего про призовые сказано. Ну, у нас очень хорошая база тренеров. Не было такого 5-7 лет назад. Сейчас и вот мой личный тренер Игорь Борисович Назаров, и много других тренеров, которые сейчас в наших регионах Татарстана конкретно тренируют. И очень круто, что они
так сказать, наблюдают за своими спортсменами, примерно понимают, кто может быть более перспективным, привозят уже в Казань, и здесь его ведут и развивают. Потому что улучшенный тренировочный процесс, больше приближенный к сборной России, к этому уровню. И он, соответственно, развивается, и уже дальше вот идет деньги, центр спортивной подготовки и так далее. Хорошо. Смотрите, как проголосовали телезрители. Следили ли вы за спортивными играми стран БРИКС в Казани? 75% ходили на соревнования. То есть, как вы говорите, вот где ваши трибуны, все-таки они действительно были. 20% говорят всего лишь, я не болельщик, и 4% только не знали про игры. На самом деле, ТНВ вообще мы транслировали 2 дня соревнований по борьбе куряж. То есть, тоже это была большая зрительская аудитория. 2 дня трансляции полуфиналов и финалов. Это было тоже здорово. Мы свой вклад тоже в эту ситуацию внесли. В завершении, вот буквально коротко, чтобы каждый из вас, вот из тут 4 таких перспективных молодых спортсменов, ну, тренер, давайте без тренера, давайте от спортсменов. Вот через 20 лет, чем бы хотели служить, как будете служить в своей стране? Кем бы хотели быть? Честно говоря, я хочу остаться в спорте в качестве тренера. Я уже начал тренерскую деятельность, то есть я тренирую ребят. В 2023 году устроился на работу в Батыр, центр дзюдо. И хотите, в общем-то, хотите служить спорту дальше, да? Мне это нравится, я это люблю больше всего. Хорошо, спасибо. Павел, вы? Я бы не смог быть тренером, наверное, мне не хватает терпения, но я очень хочу стать либо менеджером, либо директором какой-нибудь спортивной команды, клуба, вот в таком плане. Спортивный менеджер? Да, да. То есть все равно всю свою жизнь связать с спортом? Да, в спорте. Вот в этом плане, да. А еще на играх БРИКС поучаствуете в Бразилии на следующий год? Не знаю, надеюсь. Юлия, кем вы себя видите? Насчет тренерской деятельности у меня тоже есть небольшие сомнения. Что... Тоже с терпением? Ну, не то, что с терпением, пока себя не вижу. По крайней мере, пока я спортсмен действующий, пока тренером я себя не вижу, но думаю, что в дальнейшем все равно я буду в сфере спорта где-то кружиться. Да. Никита Шлейхер, через 20 лет. Кто? Ну, мне симпатизирует работа тренером, но также я хочу получить 2-е высшее образование, спортивный менеджер, и попробовать тоже себя в этой деятельности, скажем так. Спасибо, ребят. Большое спасибо, во-первых, за участие в программе. Во-вторых, мы действительно гордимся, радуемся вашим победам. Хорошо, что мы познакомились, будем следить за вами дальше. Я надеюсь, что все-таки все границы будут открыты, и спорт в этом мире все-таки будет вне политики, как он и задумывался изначально. Всего доброго, до свидания, новых побед.